Сегодня я нахожусь в музее леса Республики Саха-Якутия, и со мной заслуженный работник народного хозяйства Олесов Вячеслав Степанович. Он же является ветераном лесной отрасли Якутии. И у нас тема сегодня разговора: как работало лесное хозяйство в те года. Ну и поскольку мы находимся в музее, конечно, несколько слов надо сказать, что лесное хозяйство в республике образовано в 1939 году, 14 февраля указами там народных комиссаров Якутской ССР, да, создан вот этот орган. Ну, сперва было их немного, там до 500 человек количество. Первым руководителем был Константин Георгиевич Аникин. Мы преклоняемся перед этим человеком. Он приехал с далекой России. Он знал, как себя вести в лесном хозяйстве, как вести себя с начальством того времени, коммунистической партии в том числе. Ведь руководители-то разные были, но они слушали постулаты партии, да? Так он обозначил, что на реке Лена было большое судоходство, ходили пароходы, задымлено было, как от лесных пожаров, когда часто ходят. И вырубался лес. И таким образом создался момент, что на большой реке уже кончается деловая древесина. Таким образом, ну, государство услышало, и вот, как я говорил, уже создали вот это хозяйство. Постепенно шло большое развитие. Когда я пришел на службу после окончания техникума, это в 1979 году прошлого века, я был просто инженером производственно-технического отдела и занимался снабжением, да, лесного хозяйства. А руководил нашим ведомством Василий Павлович Загайнов, заслуженный лесовод России. И здесь что хотелось бы подчеркнуть-то? В то время в советском государстве было 15 республик, Гослесхоз СССР. А под ним вот в нашей Российской Федерации был Министерство лесного хозяйства Российской Федерации. И здесь так получилось, что Василий Павлович Загайнов, министр лесного хозяйства Республики Якутской ССР тогда, был членом коллегии вот, вышестоящей организации Министерства лесного хозяйства Российской Федерации. И вот этот член коллегии, я даже немножко так поругивался, как это так много техники-то идет. Это было ежегодное поступление в нашу республику огромного количества, и в том числе и средств пожаротушения, форменного обмундирования. 28 лесхозов тогда были в ведомстве, у Василия Павловича работали, и работающих было в отрасли 1800 человек. Из них промышленной деятельностью занималось 10 лесхозов. Да? Это до 10 тысяч кубов полезного пиломатериала, выходцев от санитарных рубок, а не рубок главного пользования. Мы могли использовать и давать народонаселению, обеспечивать строительством заборов. Это сейчас принято, модно, все железные заборы сделали. 28 лесхозов канули в лету, создали, сейчас уже увеличили, на севере там 25 лесничеств. Лесничество это единица, которая подчиняется кому-то и чему-то, и обязана осуществить те мероприятия, которые разделили управленческую и хозяйствующую деятельность законом. Убрали наши пилорамы, мы сегодня ни веников банных не вяжем, ни ручек, топоров, кайловищ, там, раньше были лопаты даже, черенки делали лесхозы. Но сегодня этого нету, убрали все вот эти промышленные, давайте создадим хозяйствующий субъект. Создали Центр леса Республики Саха-Якутия. Сперва это было первое предприятие в нашей республике. В этих 2007-2008 годах мы создали. А лесничество, основной момент, я полагаю, что оно должно быть во главе вся этого угла. Но получилось так, что сегодня эти 25 лесничеств в районах, и то не во всех 35, так? На северных там Индигирка владеет и Момой, и 3 вот этими огромными территориями. 254 миллиона гектаров лесных земель
на территории. Но, естественно, здесь покрытые лесом есть, не покрытые. Есть и гари, и прогалины, и песчаники, и тукланы, ну все, что у нас, и реки, и острова, которые не входят в лесной фонд. И здесь что получилось? Сегодня вот эти 25 лесничеств пытаются работать, а численность в них не по 180 человек, как раньше, а 8-7 человек. И их задача какая на сегодня? Задача сегодня, обеспечить лесопотребление, населения, да. Также на севере мы не везде газ имеем, а топим, от трубы живет человек. И здесь важно отметить, что вот договора купли-продажи только всю зиму строчат, обеспечивают, выходят из положения вот эти 7-8 человек, работающие в лесничестве. Сегодня что надо сказать особенно, что зарплата не выросла ни на йоту, и эти люди, естественно, не могут молодежь там держаться. Мы не можем сегодня выпускникам дать возможность обеспечить его жильем, социальной защитой. И поэтому остались те, со мной, которые начинали люди, до сих пор иногда голос родной слышишь, аж слеза из глаз идет. Лесничество занимается... Отпуском леса все равно, но не на корню, да. А договора купли-продажи, сколько вот Иванову Петру Петровичу там надо на печку, сколько надо ему, чтобы построить изгородь под скот, сколько дом построить. А вот лесничество, как раньше-то, оно уже занималось. Раньше было у нас 71 лесничество при 28 лесхозах. И там, естественно, были и по 25 человек, и по 12 в лесничестве. Но там же вы не только занимались распределением, да? Вы же сами проводили санитарные рубки, профилактика леса была, да? И вязали веники. Вот в 71 лесничествах, в частности, в таких больших лесных районах, как Ленский, Алекминский, Алданский, Усмайский, были большие укрупненные лесничества. В Ленском районе, допустим, при 5 миллионах расчетной лесосеки, у них было до 6 лесничеств. В Ленском районе. Лесничество – это они занимаются территорией там, где находится в их подчинении лес, да? А дальше как идет сейчас? Кто тушит, кто следит за вообще лесом, кроме лесничества? Давайте я издалека начну. Лесничество вот эти и веники вязали. Лесник сам был, имел кордон, на крыше которого было написано 13, 15, 63. Это обозначение для летчика-наблюдателя, который летом при патрулировании сбрасывал ему вот этот вымпел. Открыв его, смотрел этот лесник, что же там случилось в Хамлинском лесничестве, в каком-то квартале, на карту свою сразу прилагает, и идет в сельсовет, договаривается с председателем, смотрит, беда ли. А там написано, что лейтенант Иванов сбросил уже 7 парашютистов, и не надо никаких. Загорание 0,2 гектара, это в начальной стадии. И вечером уже он вымпел дает другой, погашено 0,8. Уже в таком они всемиром окружили, потушили и доложили, что не зря они хлеб государственный кушают, не зря спрыгнули на это дело. Но они следующим зато стараются. Ой, в 36-м квартале опять возгорание. Ага, смотришь у речки, охотники. И опять же вот таким образом удавалось нам в корне брать вот этим парашютистам пожарным, спасать лесные ресурсы в самом начале горения, а не потом, когда тысячники сейчас. Я не знаю, как бороться сейчас. Вот идет шквал огня, и что с ним делать? И самое главное здесь, ведь встречный пал только помогал, и взрывчатые материалы, которые тогда государство разрешало и хранить, и перевозить, и использовать. А сегодня ты попробуй это все использовать, а так, вдруг и сразу. Ого, ты без разрешения ведомств этих не потащишь его в лес, даже при наличии. А ведь это спасало в трудное время.
гористых местностях Алданского района, Нерюнгри только выходили. И в Кобяйском районе, где вот сейчас лопатами ходят, только выходили ВПЛками вот этими, пожарными вездеходами протаптывая. И отжигая от него в сторону пожара огненным методом, да, ну, спасая лес. Сегодня идет речь о верховых пожарах. Это идет, ну как его можно отжечь с земли, чтобы он туда поднялся? Это невозможно сделать. Раньше были и огнеметы, ведь надо отойти на правильное расстояние, взять естественный барьер, ручей, озеро там, от чего-то, да, и начинать уже палить на верхушке, чтобы он туда пошел. Вот это был эффект. Это было 2 пожара, как хлопнет. И сразу хлопок и тишина. Ну а карауливание это тоже надо было делать. Вот все-таки мы начали о том, что был кордон лесника. Это говорило о многочисленности армии лесников, которые могли пойти в сельсовет, того же тряхнуть председателя сельсовета и начать уже работать в этом направлении. Литнав сообщил, что невозможно справиться с этим, огонь переходит дальше и уже разрастается при наличии ветра. И тогда вот они принимали меры. А здесь надо следующее еще сказать, что была-то охраняемая территория, 109 миллионов охраняемой территории было. Как я говорил, до самый такой момент в 24 отделениях работало 1200 этих парашютистов, десантников, пожарных, на которых мы Богу молились, надеялись на них. Это от Парижа до Находки, как бы, самой северной территории, скажем, Среднеколымска, Черского, были 24 авиаотделения до Ленска. И там сидели великолепно подготовленные, имеющие оснащение парашютисты пожарные и десантники на вертолет. И широко их используя, мы имели возможность выходить из положения на малых площадях горимости. Всего работающих в отрасли в авиалесохране, лесхозах, в управленческих этих 4500 было человек на территории вот республики, да? На севере, естественно, меньше их было. А где, вот как говорил лесничество, 6 штук в Ленске, там было это больше 200 человек работало в лесхозе. А в авиаотделении отдельном, федеральном, тоже работало энное количество, ну 60 там, или сколько-то таких полезных, скажем, тушителей лесных пожаров. Чем они были оснащены? Вот вы так рассказываете, что получается основной метод прогнозирования пожаров тогда все-таки была авиация. Нет, не прогнозирование пожаров. Значит, давайте так. Но обнаружение. Обнаружение, да. Делилась зона наземная, это 4,5 миллиона. И остальные вот из 109, да, приходились на авиационную зону. Период высокой горимости и период высоких температур было 5-кратное патрулирование вот этих самолетов, вертолетов, да? И они, естественно, обнаруживали на малых площадях эти пожары, нежели сейчас. Сегодня предоставляется авиация тех же полярных авиалиний, частных компаний, МЧСов, в 4-ю очередь авиалесохране-то нашей. Это после того, как там женщина-роженицу надо на санавиации перевести, нарушителя там МВД должен сразу поймать и представить суду, да? Ну там все. То есть существует какая-то очередность, да? Да. И, естественно, летчик-наблюдатель, как он может быть виноват, если он 4 дня тому назад начальнику авиаотделения сообщил, что пожар такой-то там уже 500 гектаров. А через 4 дня, да при хорошем ветре, вот и прощай, и приехали вот эти пожары, переходя уже в верховые. Не, ну все-таки тогда оснащенность какая была авиации? Вот оснащенность была авиации, 110 летательных аппаратов, вам это не оснащение? В Нюрбе, вот вообще я там поражался, что на вертолетах возили вот этих быков даже в летнее время. Думаешь, надо же у государства такие. Теперь как работают?
Теперь все-таки меня вот это очень обескураживает, все эти сокращения, приведшие к упадку. И вертолет сегодня должен сидеть на месте с базировкой в Бердигистяхе, а не из Магана летать туда. Это же деньги на ветер. Он прилетает из Магана, сбрасывает бочку ГСМ для трактора. И командир, я улетаю, кончается бак и бензин. А раньше, в советское время, туда был в этом Бердигистяхе завоз авиагСМ в зимнее время. Ведь чего греха таить, даже волков с начала марта отстреливали на летательных аппаратах, используя вот этот завезенный ГСМ. Ну все был учет же. А летом вот этот вертолет, улетевший с Магана, сидел там и работал, пока не потушит все пожары. Или второй вертолет еще мог быть там. И самое главное, вот сегодня нету работы по кромке. Ведь перебрасывал вертолет, летчик-наблюдатель увидел Сан-2, потом раз вертолету дали, десантников посадили, и сразу они вокруг этого, где сложно, полетели, высадились и начали успешное тушение. А про технику говорить-то тут нечего. А что с техникой? Вот я начинал снабженцем, я же еще и ругался, министр каждый год столько техники получает, а ведь мне надо его с Невера провести. Это 1200 километров. 8 до 75-х приходило. 7 белорусов ежегодно. 70 плугов ПКЛ-70. 4 пожарные машины отцы. 4, значит, лесовоза. 4 пилорамы. 8 вахтовых большегрузных машин, да? Урал и 131-й. Куда это все приходило? Ну как, в лесхозы мы раздавали же. 28 лесхозов эти расходились. И что здесь надо говорить? О прокурорах, о надзоре сегодня. Ведь раньше лесничие имели форму, вот смотрите, да, такую же, как у прокуроров. У лесников была темно-синяя или черная одежда с петлицами, с галунами, с галстуком, с фуражкой, с полевой сумкой. Вот это была дисциплина. Они могли любому человеку в деревне сказать: так, ты давай собирайся, у тебя не сенокос сейчас, поедешь с нами тушить на ликвидацию лесного пожара номер 17. Там, ну, допустим, так. Все слушались. Есть хорошо. У тебя 2 коровы. Ладно, тебе надо на сенокос, не трогаем тебя. Ну, таким образом выходили, использовали местное население. То есть лесничий имел право организовать людей и забрать на пожар? Конечно. Он беспрекословно его подчинялись. Я вырос в маленьком селе, где было 4 лесника, да? И, таких Бочкарев, это вообще бесподобный человек был. В кожаном плаще, фуражке, увидев его на мотоцикле «Днепр» задним ходом. Так ни у кого не было это же. Задним ходом. Все боялись. Мама моя, ведя меня с детского сада, я не родился пенсионером, чтоб я рогаткой не стрелял по деревьям, где вот эти идут смоляные ходы, да? Ну, пытаешься что, да? Придет, говорит, вот лесничий, тебе накажет. Я расскажу, какой ты хулиган. То есть раньше лесничий это был... Это был человек. Он сидел рядом с прокурором, да? Ну, не самим, наверное, а там его подразделением. И они сидели на одной лавочке, разговаривали, какие принять меры для того, чтобы вот поднять народ, если не удается. Ну, тоже бывали. А я не пойду с вами, и все же. У меня вот хозяйство, Машка молодая, отелилась. А здесь прокуратура помогала очень. И они взаимодействие имели такую, как сказать, власть, да, над всеми, что определяли все это жизненное кредо и как выйти из положения. А сегодня да. Прокуратура ведь и генеральная, и районные начинают диктовать: давайте вы, почему конкретно меры не приняли, вы его в органы внутренних дел не организовал руководитель лесного пожара должное тушение там пожара 7, да? Ну, будем говорить. Я чуть ли не уголовную ответственность вел. Не, а как лесничий вдруг стал руководителем тушения пожара сегодня? Так допустились мы уже.
Но так таковых лесников, Олег, у нас нету давным-давно с принятием этого лесного кодекса, с упразднением лесхозов, лесничеств участковых. Сегодня есть лесничие, ну, я говорю, он с любым прокурором, наверное, вряд ли на моем уровне будет разговаривать. А я работал когда вот при 3 президентах, при 8 председателях правительства, при 7 заместителях вот этих председателей правительства, которые курировали, ну, в том числе и тушение лесных пожаров, да? Но все-таки к нашей теме. Сейчас лесничие, вот вы, как вы сказали, они, лесничество есть, и я вот не понимаю, при чем здесь лесничие и пожары сегодня. Ой-ой-ой, я бы тоже не понимал. В моем понятии это уже как-то уже отходит и отходит. Как должен этот работающий все время, да, уже переживший, уже пенсионер практически. Но он, наверное, ждет, когда наступит пенсия. Требуют от него буквально все, и прокурор, и внутренние органы, и, скажем, сельхознадзор за то, что повелика какая-то растет, да? Мешает, значит, дышать там, и короед какой-то пошел. Получается... Он никто сейчас. А отвечает за все. Должен отвечать практически за все по инерции, по старой памяти. Сегодня тушение пожаров, я так понимаю, в те времена организовывалось как оперативными штабами, или был руководитель один? Нет. Был диспетчерская, был лесничий на месте, и еще кто-то был, да? Ну, то есть давайте... сейчас куча народу, да, или что? Очень много начинается все из ЭДМ «Космос». Ведь я ушел в то время, когда спорил по скайпам уже с руководством Рослесхоза. Почему, Вячеслав Степанович, у вас пожары горят? Я говорю, нет, это сельхоз пал. Какой, говорит, вот космос показывает, у тебя в лесах уже район распространения лесного пожара. Я ему тогда отвечал прямо так вот, при Илдархане, тогда Борисов еще был, что нет таких ножниц отрезать дым от лесных пожаров. Дым. Сегодня нету летательного аппарата, чтобы слетать и это бросить все, осмотреть и нарисовать на карте. Дым-то не отрежешь из ЭДМ «Космос». Надо ведь весной начинать работать. То есть оснащение было, можно так сказать, вы же были снабжены, снабжали заранее, да? Перед весенними пожарами, да? Так было? Проходили перед этими совещания большие кустовые, да? Значит, где по данным гидрометцентров, всех этих параметров, мы исходом снега в лесах, где его накопилось побольше, где его поменьше, и в торфяниках, как дела обстоят у нас. Ведь это все на совещаниях решалось, на кустовых, вот, республиканских. И каждому ставилась задача, исходя из тех параметров, которые определили и погодные условия, и что будет, когда сойдет. Мы же пытали этот гидрометцентр. Здесь я не вижу моего коллеги-то из гидрометцентра. Ну, Юрий Иванович был. Он выдавал все как на духу. На Колыме будет так. Снег сойдет, значит, в Верхоянске так-то, в Ленске так-то. Это следили и за ледоходом, и за сходом снега в лесном фонде. И таким образом нам удавалось предотвращать вот эти моменты истины. Вот скажите честно, где начинаются недра? Лиственница наша, да? Имеет 2-метровую корневую систему. Она что, в недрах выросла, что ли? Нет. О, спасибо. Я имею в виду, если на глубине брать, то достаточно. Ну недра-то они и сами сказано, что на глубине. А почему сделано так, что ты, оказывается, закон о недрах прописан, листву сдвинул ногой, недра начинаются. Сегодня ведь закон такой. На дне водоема карась носом ковырнет ил, недра начинаются. На вершине каменистых россыпей геолог чиркнет киркой, недра. Видите, как прописано.
а не так с учетом там этих отодвинуть или что-то. Ну, то есть законы федеральные... Законы сегодня, ну, я не буду о недрах, там, о воде, об охране окружающей среды, но в частности я знаю, что там правильно все прописано. А в Лесном кодексе Российской Федерации это вообще туфта. Я вот в начале беседы сказал, что это не маленький вот, ну как там, носитель тех вопросов, которые надо решать, а как Библия сегодня, с поправками всех с 2006 года. Его нельзя прочитать. Я вот, надо, наверное, переобучать меня где-то в Чикаго. Захламление, как говорится, еще что-то грозит нашему лесу. Значит, смотрите, ученые, вот недавно мне понравился, Александр Петрович выступал, действительно накопился горючий материал в лесу. Очень сильно накопился. И здесь тоже следует сказать о участии человека. Мы тоже помогли ему. Не вырубая лесные ресурсы, которых в республике можно было 35 миллионов заготавливать ежегодно, без ущерба экологии, природопользу. А сегодня рубят 300 тысяч, что ли, там, ну и то на нужды местного населения. Сегодня привозят почему-то лес Иркутской области на баржах. Тут тоже отдельный вопрос. Тут тоже надо говорить о плотах, которые были в наше время. Ведь один катер БМК мог 17 тысяч кубов леса протащить вниз по реке. А Костромич уже поважнее корабль мог уже на Вилюй поднять до Нюрбы, на котором тоже там мало лесу. Это Ленский, Алекминский, Алданский и Учмайский, где пропадают наши лесные ресурсы. Ведь не обеспечив там достойную охрану, мы сегодня вообще потеряемся, можем потерять все. И есть же еще биологические угрозы лесу. Это шелкопряд и все остальное. Значит, смотрите, сибирский шелкопряд получил развитие уже с 2019 года. И нынче выделенные федеральные средства помогли избежать большой беды. Выделены летательные аппараты, но не бесплатно, видимо, химией могли загасить вот этот напор сибирского шелкопряда. А ведь кроме этого есть еще и болезни леса, которыми мы, черт, ну, не занимались никогда. Это и короеды всякие там. Но мы обрубки проехали, потому что никто не рубит. Видимо, эта напасть будет существовать, и придет она не вдруг и сразу, как спит, а потихонечку наворачивая свои обороты. Лесопользование, охрана, защита, лесоустройство, лесозащита. Ведь мы с охраной путаем лесов от пожаров, да? Лесозащиту. Лесозащита – это вторая сторона медали. Биологический пожар может больше уронов нанести, всю эту тайгу сожрать и все. И вы предложили создать центр защиты леса. И сейчас этот вопрос все равно завис. Ну, пока надо решать. Но опять Александра Сергеевича придется просить, что министра охраны природы, чтобы в верхах там доказали необходимость на такой огромной территории иметь эту подсистему лесного хозяйства. И подводя итоги нашего разговора, да, на сегодняшний день кто должен навести порядок в лесном хозяйстве? Российская Федерация в первую очередь и республика. Или республика должна решить, что ей нужно сделать. Но на сегодняшний день Дерхан просит забрать эти полномочия. Ну, думаю, совершенно правильно. Почему? Потому что в таком составе и такой численности. Ну, давайте тогда я вернусь опять к началу нашей беседы. Вот этот леспромхозы, да? По Якутлес был. Вот сегодня орган управления лесным хозяйством на проспекте Ленина 22 сидит в пятом семиэтажном доме и, ну, с другими ведомствами, министерствами. А ведь это был только здание Якутлеса. У него были промышленные предприятия. Мы в Японию отгрузали до 5 миллионов кубов леса с Якутии. Это через Тикси и по морю доставляли. Но сегодня нету плотов, чему неслыханно обрадовались бывшие председатели правительства. О, сегодня охрана природы. Нельзя плоты водить. Но я не согласен с этим.
Почему? Потому что после льда по грязной воде протащить потребность наших северных районов, это же ничего не стоит. Естественно, в период нереста никак нельзя. Привезенный из Иркутской области лес сегодня стоит 25-30 тысяч кубометр. А в кубометр брус этот входит, ну, двадцатник, наверное, 5 штук, да? 6-метрового. Ну и раздели-ка 5 штук в 25 тысяч, это один брус 5 тысяч. Одна штучка бруса. А ведь вот распад вот этой лесной промышленности тоже меня гнетет. Используя те лесные ресурсы, которые есть, сделав дорогу старых якутов на Аян, на Охотск, вывозить в Корею, в Японию. Ведь желали да даже финны здесь брать древесину. Почему? Потому что вот эта наша древесина очень сбежистая такая. И ну, годичные кольца сидят кольце на кольце. В Венеции они столбы стоят до сих пор из якутской древесины. И государство должно принять на себя основной момент, чтобы все это воссоздать, сделать, использовать, а не раздавать только дальневосточные гектары, в которые практически никто не заселяется. Нет, ну на сегодняшний день что делать с лесом? Я так понимаю, ошибка стала в том, что переработки леса у нас практически нет. Здесь нету. Ну, пошли дальше. Лесничество финансово не обеспечено под профилактику охраны леса. В достаточном уровне не обеспечено. Ну, то есть 6 они, рублей на гектар леса. Да, ну и 8 человек на одном лесничестве, ну извините, на миллион. В которую может войти Финляндия, да? Вот Жиганское лесничество, 52 миллиона гектаров. И они как могут, и при этом на лесничество возлагают такие вещи, как... Те старые задачи все, никто их не снимал, понимаете? Ну, на сегодняшний день и лесничество, оказывается, виновато еще в том, что у нас пожары. Я правильно сказал? Ну, практически так уже обвиняет, что он виноват, допустил на большой территории горимость. А что он должен был делать? Вот понять не могу. Никто же не может на этот вопрос ответить. Значит, Российская Федерация, сама в корне изменив законодательство, должна взять в свои руки вот эти полномочия и обеспечить должным образом ведение лесного хозяйства, охрану его и защиту лесов, в том числе и от пожаров. В том числе только. Они не должны допускаться до таких уровней. И бороться, значит, с лесозащитой, обеспечить лесоустройство, чтобы лесозаготовитель, о котором я говорю, вот 35 миллионов надо рубить, мог быть убежден, что там действительно 140 кубов выход на гектаре, а не горельник какой-то мы предоставим. Вот. Все, спасибо. Спасибо.